На свежем весеннем воздухе, прогретом уже смело майским солнышком, были проведены торжественные линейки в школах Гагарского района. По уже сложившейся традиции девушки стоят в школьных платьях и белых фартуках с белыми бантами, а юноши в белых рубашках и строгих брюках. У всех на груди лента выпускника. Для одиннадцатиклассников общеобразовательных учреждений эта торжественная линейка стала последним днем в их школьной жизни. Впереди выпускные экзамены, поступление в высшие учебные заведения, и вот она, взрослая жизнь. И будущее выпускников будет зависеть уже от накопленного образовательного багажа, поставленной цели и желания добиться чего-либо. Что бы ни было дальше, но детство у выпускников закончилось, и теперь сами юноши и девушки в ответе за принятие того или иного решения. Настроение всех собравшихся на последних линейках в школах Гагарского района было праздничным, хотя не без доли грусти. Наверняка каждый выпускник старался запомнить этот день. Количество выпускников в Гагарском районе в этом году составляет 298 человек. Из них 88 являются выпускниками абхазских школ, 167 русских школ и 43 человека окончили армянские школы. Один выпускник Гагарской средней школы номер 2 Роберт Бастанджан претендует на золотую медаль. В этом году во взрослую жизнь вступили 36 выпускников Гагарской абхазской средней школы номер 1. На торжественную линейку, посвященную последнему звонку, пришли руководство района, депутаты, представители отдела образования. Глава администрации Гагарского района Заур Бганба в своей поздравительной речи отметил, какую важную роль играет школа в жизни каждого человека. Он пожелал выпускникам успехов и зеленой дороги. Выпускников поздравили и директор школы, их первые учителя и классные руководители. В этот день звучали слова благодарности в адрес дорогих учителей от выпускников и их родителей. На торжественной линейке были награждены грамотами ученики, отличившиеся в течение года как в учебе, так и в различных конкурсах и спортивных соревнованиях. После официальной части в честь последнего звонка была организована концертная программа, в ходе которой учащиеся исполнили песни и танцы, в том числе и школьный вальс. В завершении праздника прозвучал самый главный, прощальный, печальный и одновременно радостный последний звонок.